Карачаевцы, как и родственные им балкарцы, по мнению ученых, являются одним из древнейших народов Кавказа. Говорят они на одном из архаичных языков тюркской языковой семьи. Первые упоминания о карачаевцах и балкарцах датированы X веком. Они упомянуты в письме хазарского царя Иосифа. А в 1404 году епископ Иоанн Галанифантибус указывает о наличии у карачаевцев и балкарцев своей письменности и государственности. В 1828 году, после знаменитого Хасаукинского сражения, которое покоритель Карачая, царский генерал Эммануэль, сравнил с известной битвой при Фермопилах, карачаевцы присягнули на верность российскому императору и ни разу эту клятву не нарушили. Окончательно Карачай был присоединен к Российской империи в 1855 году. Это традиционный карачаевский дом. Бревенчатые стены, земляная крыша, очаг с дымоходом в центральной комнате. Во дворе подсобные постройки, в том числе и для домашнего скота. И только помещение для коня под одной крышей с главным домом. Ведь конь, он как член семьи. На нем ходили в набеги и уходили от погони, на коне привозили невесту, на скакуна торжественно сажали сына. Без всякого преувеличения карачаевский мужчина жил в седле. И никогда здесь коней не забивали ради шкуры или мяса. Лошадь имела право на почетную старость.